Я пришел сообщить вам, что мне было послано божественное послание, которым я хочу поделиться с вами. Период ожидания закончился, и в вашей жизни произойдет что-то необыкновенное и редкое. Важно обратить на это пристальное внимание, поскольку игнорировать это сообщение нельзя. То, что вот-вот произойдет, это то, чего вы даже не предполагали, и произойдет на следующее утро. Я искренне прошу вас сохранить эту тайну и позволить нам, наконец, вместе помолиться о проявлении всех благ. Не стоит недооценивать его важность, это важно. Посмотрите внимательно на то, что Бог говорит вам через это послание. Бог говорит с тобой сегодня, моя дорогая дочь. Слушайте внимательно, потому что это сообщение очень важно для вас и вашей семьи. Если вы решите пропустить это видео, дверь к вашим благословениям может закрыться навсегда. Я всегда настоятельно настаиваю, чтобы вы не игнорировали это видео. На предстоящей неделе приготовьтесь погрузиться в бесконечный поток богатства, любви и счастья, превосходящий ваши самые смелые ожидания. В эти выходные вы узнаете, как по милости Божией получить миллионы долларов на свой банковский счет из неизвестных и неожиданных источников. Напишите в комментариях «Я получаю это благословение», и вы получите неожиданное финансовое благословение в течение следующих 24 часов. 2024 год обещает перемены, исцеления и чудеса, как никогда раньше. Следующие 3 дня принесут непрерывный поток благословений, чудес и прорывов, которые поразят вас. Вы вступаете в период чудес, где каждый день будет приносить чудо за чудом, успех за успехом и победу за победой. Готовы ли вы? Напишите в комментариях «Готов», если готовы принять. Знайте, что этот месяц находится на пути к безграничному изобилию, приносящему богатство, здоровье и процветание за пределами вашего воображения. Бог превратит ваши слезы в чистую радость. Ваши молитвенные просьбы теперь услышаны. 2024 год – время значительных перемен, открытий и чудес. Приготовьтесь, потому что эта неделя будет для вас благоприятной, обильными благословениями, новыми возможностями, исцелением и особым процветанием. Вы не будете побеждены никаким проходящим штормом. Вместо этого вы будете сильными, здоровыми, благословенными и процветающими. Почему? Потому что ты мой драгоценный сын, и я очень тебя люблю. Комментарий «Люблю тебя, Боже, всем сердцем», если хочешь легко привлечь с сегодняшнего дня крупную сумму денег. Бог говорит: «Я, Бог Саваоф, владычествую над всем. Я могу обратить свет во тьму и низвергнуть высокие горы. Я хлеб жизни, и всякий, кто ищет меня, никогда не будет голодать. Я живой. Вода и те, кто пьет из меня, никогда больше не будут жаждать. Я предлагаю вам вечную жизнь, неограниченное изобилие и вечную радость. Я благословлю ваше здоровье своим чудесным прикосновением, и на вас изольются изменяющие жизнь благословения. Бог с вами, выводя нас из боли, конфликтов и нужды в царство мира, радости и целостности, исцеления, комфорта и изобилия. Пусть эта неделя откроет двери благословений в вашу жизнь, и пусть Господь услышит ваши молитвы и направит вас в вашей борьбе. Бог утроит ваши благословения на этой неделе. Вы будете примером того, что все возможно, когда у вас есть Бог и Его чудеса реальны.
Да благословит вас Господь за пределами ваших самых смелых мечтаний. Вы превратите свой недостаток в изобилие, свои доказательства в свидетельство и свое замешательство в ясность. Приготовься принять это на веру, дорогое милое дитя. Запомните мои слова, потому что когда вы это сделаете, я поделюсь с вами своими знаниями. Будьте терпеливы, я позабочусь о вас. Сохраняйте веру, и вы увидите, как мои обещания сбудутся. На ваших глазах слова, которыми я делюсь, живы и всегда достигают своей цели. Помните каждый день, что я посылаю вам послание через моего Святого Духа, посланное ангелами, чтобы ваше сердце осознало и наполнилось радостью, зная, что на горизонте необыкновенные чудеса. Будьте в курсе того, что происходит. Сейчас важные времена, и у меня есть особенный и замечательный план, который я хочу реализовать в вашей жизни. Не позволяйте проблемам вокруг вас отвлекать вас или подавлять ваш дух. Даже если ваше финансовое положение не очень хорошее или ваше здоровье плохое, не бойтесь мечтать о большем или задаваться вопросом, не находится ли ваша вера за пределами моей досягаемости. У вас есть свобода мечтать и стремиться к невозможному. Ваша искренняя благодарность и растущая вера – ключ к тому, чтобы стать свидетелем ежедневных чудес. Когда другие заметят вашу радость и успех, им будет интересно раскрыть ваш секрет, осознать силу вашего благословения. Вам поручена задача распространить это послание повсюду. Помните, действуйте осторожно. Шаг за шагом. Бегство не поможет вам продвинуться дальше. Поскольку все происходит в идеальное время, знайте, что мое направление, мое время идеально, не слишком быстро и не слишком медленно, а оно идеально соответствует высшему плану. Теперь я прошу вашу веру и благодарность записать свои мысли благодарности и спеть о хорошем, что уже есть в вашей жизни, и о великих радостях, которые еще впереди. Сколько раз мне приходится напоминать вам, что ваш Небесный Отец, Всемогущий Бог, ваш защитник, который день и ночь покрывает вас своей заботой. Так чего же бояться? Вы боитесь совершать ошибки, причинять боль другим, игнорировать себя или сомневаться в моей любви к вам. Нет смысла жить в вечной тьме. Вы не должны находиться во власти негатива. Приходите ко мне каждый день, когда вы испытываете жажду, я утолю вашу жажду водой жизни, и я наполню ваше сердце радостью и ваше сердце радостью. Тогда вы увидите, что негативные эмоции не могут доминировать над вами. Я помогу вам легко преодолеть все трудности. Когда вам грустно, обратитесь к этим словам, держите их крепко и лелейте. Они укрепят вас и сделают вас мужественными. Ваш дух будет непоколебим, вы снова подниметесь, и ваши враги будут рассеяны при виде вашего мужества. Обновившись, вы не будете потрясены резкими словами других, вы не будете чувствовать грусть или беспомощность, вы не будете доверять мнению других. Вы не променяете свою честность на внимание или одобрение. В это время найдите время, чтобы быть благодарным за эти слова, которые вы получили. Сегодня, в течение этой недели, я пошлю вам много знаков, которые дадут вам уверенность в том, что вы не одиноки и что эти слова, которые я вам сказал, не напрасны, потому что мои обещания вскоре будут исполнены. Я люблю тебя, я твой Бог, наполняющий твою жизнь благодатью и милосердием. Я избавляю тебя от глубокой боли.
Я тот, кто помогает тебе, когда тебе больно. Я даю тебе силу, как орел, я залечиваю твои раны, я питаю тебя своими вечными словами. Я открыл для вас дверь в потустороннее царство, позволяя вам противостоять опасностям, они вас не коснутся. Сейчас я передаю вам послание, чтобы успокоить вас, прояснить ваши сомнения и дать вам покой. Я слежу за вашим благополучием, за вашей душой, пока приближаются последние дни. Комментируйте с верой. Бог поддерживает меня во времена слабости. Я понимаю, что каждый день вы сталкиваетесь с трудностями и тяжелыми битвами с противниками, которые хотят, чтобы вы проиграли. Вы чувствуете себя окруженным угрозами, иногда сомневаетесь, кому можно доверять, а ненависть к противникам переполняет вас. Даже друзья могут отвернуться, а семья может помочь в самые важные моменты. Однако я хочу, чтобы ты знал, что моя любовь к тебе постоянна и растет с каждым днем. Я понимаю, что вы не можете просто полагаться на людей или вещи, чтобы пройти через это, поэтому я повторяю свое вечное обязательство быть с вами на этом жизненном пути. Я здесь, чтобы исправить ваши ошибки, простить ваши неудачи, и те, кто замышляет заговор против вас, в конечном итоге столкнутся с собственным разрушением и опасностью. Вы находитесь под моей постоянной защитой, поверьте мне и обещаниям, которые я вам даю. Примите эти слова как признание моей благодати. Вам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы найти цель и сюрпризы. Но знайте, что ваша сила и поддержка исходят не от этого мира, а от меня. И если вы ищете прочных благословений и перемен в своей жизни и семье, знайте, что я ваш единственный надежный источник. Иди по правильному пути, люби меня изо всех сил и ставь меня на первое место. Я прошу вас о некоторых моментах вашей повседневной жизни, потому что именно здесь начинается ваше возрождение. Когда ты ощущаешь мое присутствие возвышенным образом, тебе хочется оставаться в гармонии надолго. Не тратьте время на поиски силы и смелости в другом месте, потому что только во мне вы найдете истинное обновление. Помните, что вы уже были приняты и избраны через мою смерть и воскресение. Несмотря на ваше несовершенство, я покрываю вас своей благодатью. Обратитесь к моему слову за руководством и мудростью, ищите меня в трудную минуту, ибо я буду говорить с вами разными способами. Даже если жизнь представляет трудности, помните, что вы можете рассчитывать на то, что я облегчу ваше бремя. Ваша вера будет вознаграждена чувством радости и успеха. Я облекаю вас в чистоту и даю вам способность и смелость преодолевать все препятствия, встающие на вашем пути. Позвольте себе добиться успеха, чтобы стать маяком веры и стойкости для других. Его миссия – направлять заблудших, помогать им преодолеть прошлое и осознавать благословения, которые их окружают. Я рад облегчить вашу жизнь, услышать ваши молитвы, укрепить вас и провести вас через трудности. Я хочу, чтобы ты возрастал в мудрости через испытания, открыл мне свое сердце, открыл тебе путь к славе, где невозможное становится возможным. Раны заживут, долги сотрутся, боль исчезнет и радость окружит вас. Даже когда я невидим, моя любовь и сострадание остаются с тобой. Я всегда рядом, наблюдая за каждой слезой и каждой улыбкой. Я твой свет даже во тьме, твоя сила в слабости, твоя твердая решимость.
Поверь мне, найди утешение в моих объятиях и позволь мне вести тебя к полноценной и счастливой жизни. Заявляйте мне о своей любви всем своим сердцем и обращайтесь ко мне ежедневно, благодаря меня за мои благословения и ища моего руководства. Никакая тьма и несчастье не смогут его одолеть, никакое волшебство и волшебство не смогут его поработить. Всегда помните того, кто искупил вас. Молитесь, когда сталкиваетесь с трудностями. Вместо страха, посредством этих слов, которые я говорю, вы будете расти внутри и получите великое откровение в неожиданное время. Вы поймете свою миссию и уникальное и могущественное место, которое вы занимаете на духовном плане. В тебе есть моя сила, чтобы противостоять силам зла, противостоять своим противникам и видеть, как они отступают. Слушайте меня внимательно и верьте, ибо, размышляя над моим словом, вы откроете ранее неизвестные обетования, вы осознаете, что вокруг вас существует множество реальностей, которые ваше обычное зрение не может охватить. Я очень тебя люблю и отдал за тебя свою жизнь. Я воскресил тебя на третий день, чтобы дать тебе силы, мой Святой Дух вдохновит тебя, заставит тебя поделиться моей любовью с другими своими словами, даже сомневающиеся будут уважать меня. Настало ваше время сиять, чтобы увидеть, как мой план раскрывается в вашей жизни. Не беспокойтесь о своем возрасте или местонахождении. Если вы поверите моему обещанию и доверитесь, сохраните веру и будете двигаться вперед, не оборачиваясь и не оглядываясь назад, ваша судьба будет обеспечена. С благодарностью принимайте благословения и дары, которые я предлагаю, даже если вы чувствуете себя недостойными. Ты чист от греха и с верой можешь передать мне свою просьбу. Дорога открыта для вас, и ничто не сможет остановить вас на вашем пути. Я приглашаю вас войти. Вы не решались спросить меня о чем-либо, возможно, сомневаясь, что я отвечу. Я рад ответить вам и выразить вам свою любовь. Станьте свидетелем исполнения моих обещаний и испытайте чудеса, происходящие вокруг вас. Не стесняйтесь звонить мне в любое время, сплю ли я или отдыхаю, я всегда внимателен к вашим потребностям. Тогда свяжитесь со мной, и я раскрою чудесные вещи, о которых вы не знали. Расставьте приоритеты в нашей связи, я не буду тратить ваше время. Вместо этого я организую Вселенную от вашего имени, превращая моменты, которые вы проводите со мной, в жизнь, полную благословений. Пусть ваша вера воспламенится, пусть вся нечистота, сомнения и вина будут уничтожены. Пусть ветер сбросит в пропасть подопечных ваших врагов. Теперь позвольте вашему сердцу наполниться благодарностью, когда я ласкаю вашу голову и осыпаю вас моей божественной любовью. Передайте мне свои комплименты. Говорите свои слова, скажи мне, мой дорогой Отец Бог, всем существом моим, что ты мне нужен. Давай я тебе помогу. Я вижу вашу усталость и разочарование, и я здесь, чтобы вытащить вас из этой ситуации. Своей могучей рукой я могу успокоить твое сердце. Если вы позволите, я вижу, что вы столкнулись с трудностями несчастья. Иногда ему казалось, что он не сможет прийти. Он молча умолял о помощи, чтобы никому не говорить. Мир думает, что он счастлив, но я слушаю его отчаянные слова. Я счастлив, что ты пришел ко мне, держась за свою колеблющуюся веру, веря, что я могу многое для тебя сделать.
Ты знаешь и веришь, что в моем присутствии заключена моя любовь и моя сила. Здесь, в моих объятиях, ты будешь в безопасности, вас не одолеет страх, и вы не будете отрезаны от мира. Совет: Бог – мой проводник в неопределенности. Я хочу обнять тебя своими защитными объятиями, прощая и защищая тебя безусловной любовью. Я действительно хочу исцелить тебя и дать тебе лучшее в твоей жизни. Я верю в ваш потенциал и признаю ваше право на счастье и право осуществлять свои мечты. Я даю тебе силы преодолеть все препятствия, которые встречаются на твоем пути. Позвольте моему миру войти в ваше сердце, когда вы услышите эти утешительные слова. Пожалуйста, примите мою любовь и поддержку, потому что они всегда будут вашим лучшим выбором. Я вижу больше, чем видят ваши глаза, готовя сюрпризы, превосходящие ваши самые сокровенные желания. Я хочу видеть, как ты преуспеваешь и находишь радость, проявляя смелость перед лицом любых испытаний. Пусть ваши мысли наполнятся победой и триумфом, игнорируя голоса, стремящиеся посеять страх и сомнения в вашем сердце. Даже когда враг изо всех сил пытается отвлечь вас, я впереди вас, прокладывая путь к вашей победе. Всегда помните, что я здесь, чтобы дать вам силу и укрепить вас во времена слабости. Поверьте, я восстановлю ваши силы и подниму дух. Доверьтесь моим обещаниям, и вы найдете открытую дверь, чтобы продолжить свой путь, мужественно преодолевая препятствия. Мое присутствие внутри вас реально, я готов поднять вас и укрепить. Я не хочу, чтобы ты жил в страхе. Ваше будущее яркое и полное возможностей. Отпустите негатив и недоверие, сосредоточьтесь на будущем, полном надежд и процветания. Доверьтесь мне, чтобы направлять ваши шаги, поскольку я полон решимости привести вас в безопасное место, полное благословений. Будьте усердны в поиске моего присутствия и питании своей души моим именем. Вас любят и признают на небесах, и ваши искренние молитвы имеют силу. Поверьте, я отвечу на ваши молитвы. Ожидайте обильных благословений и позитивных новостей, сохраняя при этом смиренный дух, начиная эту новую главу. Я глубоко забочусь о вас и буду выступать от вашего имени, чтобы обеспечить обновленное и безопасное будущее. Доверьтесь моему руководству и двигайтесь вперед с уверенностью, ибо мои планы направлены на ваш успех, ваше счастье и благополучие тех, кого вы любите. Слушайте мои учения, ибо они являются источником надежды, силы и защиты. Я буду сопровождать вас на каждом этапе пути, обеспечивая устойчивый и уверенный прогресс. Знайте, что у меня всегда есть для вас что-то замечательное, и каждое испытание – это возможность проявить свою веру и смелость. Когда вы столкнетесь с трудностями, обратитесь к моей мудрости и найдите меня в тишине, поскольку мой Святой Дух будет направлять и укреплять вас. Всегда доверяй мне, и я позабочусь о тебе, обеспечу всем необходимым. Комментарий. Вера в Бога помогает мне оставаться стойким посреди бури. Не бойтесь, ведь у каждой проблемы, с которой вы сталкиваетесь, есть решение. Я проводник твоего корабля и благополучно доставлю тебя в благословенную гавань. Даже если волны разбиваются и ветер угрожает захлестнуть вас, будьте стойкими, поверьте мне, и вы не станете жертвой плохих новостей. Что бы ни случилось с тобой, это не причинит тебе вреда. Доверься добрым глазам, которые увидят тебя,
и оружию, которое защитит тебя. Вас ждет счастье, как и мир, который предлагается вам сегодня и всегда будет в пределах вашей досягаемости. Когда земное проходит, мое имя вечно и могущественно. Сопротивляйся, поскольку я обещал благословить тебя. Если я благословил тебя, то это потому, что ты мой сын, моя дочь, и я никогда не оставлю тебя. Ничто не может отделить тебя от меня. Ты всегда будешь в моей тени и под моей защитой. Поверьте мне. Я гарантирую, что ваша боль пройдет, особенно в отношении вещей, которые уже прощены и забыты. Заяви миру, что ты мой, и я сдержу свое обещание. Найди истинную свободу и счастье по моей воле. Вечная жизнь рядом со мной навсегда поделиться – это величайшая любовь во Вселенной, и сегодня вы чувствуете ее глубоко внутри себя. И послушайте, я хочу поговорить о чувствах, которые вас сдерживают, о чувствах, которые мешают вам жить полноценно, о бремени, которое вы несете, о боли, которую вы так долго терпели, о чувствах, которые вы молчали годами. Говори со мной уверенно, без стыда и смущения. Я знаю твои секреты, и они меня не пугают. Примите решение открыться мне сегодня и не упустите возможность жить свободно и испытать настоящую радость, которую может познать только сердце, свободное от стольких бремен. Вы не случайно слушаете мое сообщение «Держись жизни», прости себя и прими мое прощение. Я открываю дверь добру и процветанию, но ты должен в это поверить. Скажи мне, что тебя беспокоит, примите тот факт, что вы не сможете справиться с этим в одиночку. Не ищите решений в этом мире, вам нужно чудо, которое можно получить только в моем присутствии. Вам не суждено жить в нищете или рабстве, не соглашайтесь на меньшее, чем то изобилие, которое предназначено вам сегодня. Я предлагаю исцеление и подниму вас из бездны одиночества. Откройте свое сердце и примите, готов прожить жизнь в моей любви и благодати. Позволь мне нести твою боль, твои тревоги, твои болезненные воспоминания, твои сожаления. Больше никаких войн, используя только свой разум, не тратьте энергию. Принесите мне свои проблемы, не спи еще одну ночь. Освободите себя от бремени сожалений, будьте здоровы и свободно думайте о том благе, которого вы можете достичь, с радостью посвятите себя своей семье. Больше никакой нагрузки на спину, не ползти по жизни. Напишите в комментариях: «В Боге я нахожу покой своей душе». Я знаю, что ты ищешь свободы, и это общение специально для тебя, когда оно тебе нужно. Вы находитесь на распутье, ожидая принятия решений, которые определят вашу судьбу, но смятение и усталость затуманивают ваше видение. Позвольте мне быть вашим проводником и освещать ваш путь. Найдите минутку, где бы вы ни находились, закройте глаза и сосредоточьтесь на словах, которыми я собираюсь поделиться. Ищите прощения за свои проступки, даже те, которые скрыты в вашей душе. Будьте честны в отношении своих недостатков, ложные слова не могут меня обмануть. Я вижу твое сердце, я знаю твою правду. Образ, который ты представляешь миру, отличается от того, который я вижу в твои грустные минуты. Вы живете с сожалениями, тоскуете по своим потерянным близким, просыпаетесь с несбывшимися мечтами. Это не та жизнь или будущее, которое я хочу для тебя. Иди ко мне, доверься моему присутствию. Пусть мой свет очистит твой разум и рассеет тени,
вы собираетесь испытать мою глубокую любовь и чудесные благословения, которые я готов даровать. Будьте спокойны и уверены в себе, ожидая каждого нового дня, готовые услышать преобразующие слова, которыми я поделюсь с вами в этом году. Я посвящаю это тебе, не теряй надежду. Я здесь, чтобы поддержать вас, дать вам силы, необходимые для движения вперед. Я призываю вас преодолевать трудности и проявлять настойчивость, потому что в прошлом у вас были победы и триумфы. Так что нынешняя война вас не выиграет, вы не будете охвачены смущением или стыдом. Слушайте внимательно мои слова, будьте сильными и смелыми, потому что это понадобится нам сегодня и в ближайшие дни. Благодаря вашей стойкой вере в меня вы увидите сверхъестественные чудеса, содержащиеся в моем слове, силу исцелить ваше тело, защитить вашу семью и полностью удовлетворить ваши потребности. На вашем столе не будет еды. Ваш дом наполнится счастьем, правдой и благополучием. Принимайте мои благословения со смирением и благодарностью тех, кто столкнулся с трудностями в сохранении гармонии и стабильности своей семьи. Помните здоровьем и мудростью, знаменуя наступление времени счастья и обновления. Верь и прими, что лучшее будущее ждет всех, кто меня любит. Вскоре вы увидите мечты, которые когда-то казались недостижимыми. Я, твой всемогущий и сверхъестественный Бог, буду с тобой навсегда. Я защищу тебя, я защищу тебя, я защищу тебя сегодня и навсегда. Я хочу превратить тебя в радостного и благословенного человека, моего любимого сына, мою любимую дочь. Сегодня я хочу обратиться к твоему сердцу словами любви. Я хочу, чтобы мой голос со временем находил отклик и достигал глубины вашего существа. Пожалуйста, игнорируйте мои слова, послушайте меня и примите послание веры и надежды, которое я вам даю. Это послание, которое принесет мир, исцеление и обновление вашей душе. Сегодня я хочу, чтобы вы знали, что я всегда с вами, свидетельствуя о ваших радостях, ваших печалях, ваших успехах, ваших достижениях и ваших неудачах. Они здесь на каждом шагу. Поскольку вы несете свое бремя каждый день, я никогда не остаюсь безразличным к обстоятельствам вашей жизни. Несмотря на твои испытания, я всегда желал тебе добра, когда ты проигнорировал меня и ушел. Ты знаешь, что моя воля всегда блага и совершенна для тебя. Итак, сегодня позвольте мне войти в вашу жизнь, не сопротивляйтесь моему присутствию. Дай мне шанс в твоей жизни, позвольте мне быть частью каждого аспекта вашего существа. Не игнорируй меня, не пытайтесь заполнить пустоту временными вещами, ведь вас ждет лишь разочарование и печаль. Открой меня сейчас, преобрази себя с моей любовью. Испытайте мою благодать, поскольку она приносит вам мир и радость. Со мной ты откроешь для себя настоящую и прочную любовь, которая никогда не покинет тебя. Пожалуйста, откройте дверь своего сердца, возьмите это внутрь себя. Позвольте мне быть вашим постоянным спутником, вашим убежищем и вашей силой во времена слабости. Не позволяйте переживаниям прошлого мешать вам двигаться вперед. Помни, что я всегда здесь, даря тебе любовь, готов обнять тебя. Возьми мою руку, полная глубокой радости, прогулка со мной будет вашим лучшим выбором. Радуйся любви моей и милости моей, не унывай, все будет хорошо. Перестаньте зацикливаться на прошлом.
Послушай мой голос, который нежно напоминает тебе о твоей ценности. С этого дня я буду обитать в тебе, любить тебя, прощать тебя и благословлять тебя во всех отношениях. Поверьте, все произойдет вовремя. Отпусти и доверься. Сохраняйте свою веру живой. Будьте терпеливы, я выбрал идеальное время. Не беспокойтесь о будущем, не увлекайтесь временными вещами, которые лишь доставляют дискомфорт. Позвольте мне направить вас, отвернуться от неверующих и продолжить молитву. Доверьтесь моему выбору времени, и в вашу жизнь придет много благословений. Все трудности будут преодолены. Не думайте, что я безразличен к вашим нуждам. Я глубоко знаю тебя сегодня, сейчас. Откройте свое сердце моим обещаниям. Будьте тверды от меня. Поверьте и погрузитесь в мое присутствие, все произойдет в нужное время. Я принесу мир и спокойствие в вашу жизнь, благословляя вас за веру в меня. Никогда не забывайте, что я Бог силы и чудес. Я благословлю и исцелю не только тебя, но и твою семью. Доверьтесь моему времени, будьте терпеливы. Не падайте духом, не ищите коротких путей, ведь они могут отдалить вас от меня и уничтожить. Я доверяю Богу, который никогда не подводит. Будьте настойчивы в своей молитвенной жизни и всегда стремитесь углубить свои духовные познания. Важно остерегаться ложных учений, которые могут ввести вас в заблуждение. Не прилагайте слишком много усилий к погоне за материальными благами, потому что они временны, в отличие от вечных благословений, которые я предлагаю. Доверьтесь моим обещаниям, потому что все произойдет вовремя. Не волнуйтесь, я никогда не опоздаю и не забуду о ваших потребностях. Я всегда готов служить с добротой. Не теряй надежды, ведь я всегда с тобой. Не завидуйте тем, кто делает плохие поступки, или тем, кто от них отворачивается. Придет твоя очередь. Доверьтесь мне и продолжайте поступать праведно. Живя в мире и принимая истину, находите радость в разговоре со мной, пока я исполняю самые сокровенные желания вашего сердца. Отдай мне свою жизнь полностью, доверься мне, и я осветлю твой путь твоей благодатью, сделаю твою справедливость ясной, как свет Божий. Будьте спокойны и доверьтесь моему времени, не отвлекайтесь на недостатки других или временное благополучие злодеев, ибо они скоро исчезнут, как сухая трава. Найдите во мне удовлетворение, и я исполню желания вашего сердца. Доверьтесь мне во всех сферах своей жизни, и вы увидите, как я буду работать для вас. Я заставлю твою непорочность сиять, как заря, и ты будешь, как полуденное солнце. Будьте терпеливы и отдыхайте в моем присутствии. Не беспокойтесь о злых или завистливых людях, потому что ваша судьба предрешена. Кроткие унаследуют землю и насладятся обильным миром, а нечестивые будут изгнаны. Господь улыбается замыслам злых людей, потому что знает, что судный день близок. Даже если они построят злые планы против праведных людей, они потерпят поражение. Но те, кто надеется на Господа, будут благословлены и процветать. Шаги праведников – это повеление Господне, и если даже они упадут, то не восстановятся полностью, потому что Господь поддерживает их своей рукой. Будьте уверены, что те, кто доверяет мне, никогда не будут разочарованы, а их дети будут благословлены.
Избегайте зла, практикуйте праведность, и у вас будет постоянное место в этом мире и в мире грядущем. Господь любит справедливость и не оставляет своих верных. Они защищены навсегда. Нечестивцы ждут своего осуждения, а праведники унаследуют землю и будут жить в мире. Слова праведников мудры и справедливы, потому что они руководствуются учением Божьим. Надейся на Господа, и Он возвысит тебя, дав тебе наследие вечное. Не расстраивайтесь из-за тех, которые кажутся сильными, потому что они исчезнут так же быстро, как осенью упадут деревья. Подумайте о праведнике, ибо его будущее – мир, а нечестивый погибнет вместе с его будущим. Спасение праведных исходит от Господа. В нем я нахожу радость среди боли. Во времена кризиса есть сила. Иегова рядом с тобой, чтобы помочь и спасти тебя. Он избавит тебя от влияния зла и защитит тебя, потому что ты доверяешь Ему. В твоей жизни произойдут великие события, и мои обещания для тебя сбудутся. Ты веришь этому, как веришь мне. Я хочу, чтобы эти слова навсегда запечатлелись в вашем сердце и сопровождали вас, куда бы вы ни пошли. Пусть они станут источником мужества, когда вы сомневаетесь. Они будут вашим светом во тьме и вашим утешением в трудную минуту. Держите их крепче и верьте тому, что я вам показал. Сохраняйте свою веру сильной, смело двигайтесь вперед. Знайте, что я рядом с вами, чтобы убедиться, что все обещания и благословения, которые я вам дал, выполняются. Так что не сдавайтесь, когда сталкиваетесь с препятствиями. Не обращайте внимания на негативные голоса людей, которые не ценят мои учения. Не дайте себя обмануть ложью врага, потому что вы никогда не одиноки. Я всегда рядом, особенно в самые трудные минуты, когда твоя вера подвергается испытанию. Я буду рядом с тобой, предлагая тебе руководство и силу. И сомневайся в своем сердце, верь тому, что я говорю сегодня. Я обнимаю вас всем сердцем, потому что грядут невероятные вещи, и вы должны быть готовы их принять. Не поддавайтесь неправильным желаниям или обычаям мира. Помните, что мирские искушения ведут лишь к отчаянию, одиночеству, разрушению и потерям. Поэтому я зову тебя своим сыном, моей дочерью, найди убежище в моих объятиях. Сегодня я облегчу ваше бремя, принеся вам комфорт и внеся новые впечатления в вашу жизнь. Вас ждут значимые события. Идите вперед с верой и летите, как орел, беспрепятственно, ибо я буду с вами. Верьте в меня, потому что я обещаю завершить то доброе дело, которое я начал в вас. Я изолью на тебя обильные благословения, наполню твою душу утешением, миром и благодатью. Я буду твоим утешением и наполню твое сердце радостью и удовлетворением. Эти подарки будут вашими, но вы должны полностью им доверять. Даже в самые мрачные моменты оставайся стойким в вере, что я не оставлю тебя. Я всегда с тобой, и моя любовь к тебе непоколебима. Обещаю, что ни одно испытание не будет для вас непосильным. Несмотря на все трудности, я покажу тебе путь. Доверьтесь моему плану и моему руководству, и вы обнаружите, что каждое препятствие приближает вас к предстоящим благословениям. Помните, что трудные времена – это возможности для роста, повышения устойчивости, улучшения характера и открытия скрытых сильных сторон.
Так что не бойтесь предстоящих испытаний, воспринимайте их как семена, посаженные в землю, которые вот-вот расцветут и принесут обильный плод. Преодолейте эти проблемы и с нетерпением ждите будущего, полного роста и реализации. Несмотря ни на что, верьте, верьте, я плету для вас нечто необыкновенное. Смело идите вперед, ведь я на вашей стороне, даю вам силы преодолеть все препятствия. Верьте в лучшее, ведь у меня для вас светлое будущее, полное надежд и процветания. Ныне помолимся, Боже, источник всякой правды и правды. Мы смиряемся перед Тобой в этот священный момент, когда справедливость является божественным атрибутом, выражением Твоей неизменной природы. В Вашем присутствии мы стремимся понять установленные Вами стандарты справедливости и жить по ним. Господи, мы просим Твоего вмешательства в этот беспокойный мир, полный несправедливости. Пусть Ваша божественная справедливость проявится там, где есть неравенство, где есть равенство, мир там, где есть конфликт, и надежда там, где есть отчаяние. Вдохновите наших лидеров и правителей действовать честно и справедливо во всех своих решениях. Пусть они руководствуются Вашей божественной мудростью в стремлении к общему благу и уважении прав и достоинства всех граждан. Это дает им смелость преодолевать трудности и сострадание, чтобы заботиться о менее удачливых. Мы признаем, что истинная справедливость выходит за рамки человеческих законов и систем, живет в человеческих сердцах и в том, как мы относимся друг к другу, особенно к наиболее уязвимым и маргинализированным слоям населения. Утешение, надежда и спасение, Господь, дай нам смелости встать на защиту угнетенных и обездоленных, стать голосом тех, у кого ничего нет, и неустанно бороться за мир, в котором справедливость является реальностью для всех. Давайте не будем хватать смелости противостоять структурам несправедливости и бороться за перемены, которые способствуют достоинству и правам всех наших детей. Мы просим мудрости, чтобы различать, что правильно в трудных жизненных ситуациях, сострадание к тем, кто поступает неправильно, и смирение, чтобы признать свои слабости. Да будем мы честно ходить пред Тобою, всегда ища праведности, любящей доброты и смирения. В наших молитвах мы возвышаем тех, кто страдает от несправедливости и угнетения, тех, кто подвергается маргинализации и дискриминации, тех, кто стал жертвой насилия и эксплуатации, тех, кто лишен гражданских прав, и тех, чьи голоса замалчиваются. Пусть Ваше правосудие будет вокруг них крепостью, защищающей их и возвращающей надежду. Господь, дай нам смелости противостоять структурам несправедливости и приверженности работе по преобразованию нашего общества. Давайте не будем успокаиваться перед лицом неравенства, а давайте активно возьмем на себя обязательство построить мир, в котором к каждому будут относиться с достоинством и уважением. Мы молимся о мудрости, чтобы различать, что правильно и хорошо, о сострадании к тем, кто страдает, и о силе бороться за более справедливый и сострадательный мир. Пусть наши действия отражают Вашу справедливость и любовь, и пусть мы будем Вашими инструментами мира в бурю несправедливости. В своем ходатайстве мы вспоминаем маргинализированных и угнетенных, тех, кто страдает от бремени справедливости и угнетения, бедных и обездоленных, беженцев и бездомных, которые сталкиваются с дискриминацией и предрассудками. Пусть Твоя могучая рука поднимет их, принеся им надежду и освежение, и пусть Твоя справедливость проявится в их жизни, принеся им облегчение и освобождение.
Господь, дай нам смелости работать ради справедливости, даже когда мы сталкиваемся с сопротивлением и трудностями. Давайте не будем молчать о несправедливости, а поднимем голос в защиту безмольных и попытаемся изменить общество по своей воле. Мы молимся о мудрости, чтобы понять, что правильно и справедливо, о сострадании к тем, кто страдает, и о решимости видеть справедливость в невзгодах. Пусть наша вера в Тебя будет нашей силой, и пусть наша любовь к другим вдохновляет нас работать на общее благо. Дамы, перед лицом многих форм несправедливости, которые мы видим, давайте поднимем голос в защиту угнетенных и маргинализированных людей, тех, кто стал жертвой насилия и дискриминации, тех, кто страдает от несправедливости на рабочем месте или в своих сообществах. Они лишены своих основных прав. Пусть ваш божественный свет достигнет их, принеся утешение, надежду и справедливость. В поисках справедливости мы молимся о мудрости, которая поможет найти правильный путь, о мужестве перед лицом невзгод и о сострадании к тем, кто страдает. Пусть нашими действиями руководят любовь и справедливость, и пусть мы будем вашими инструментами мира в мире насилия и несправедливости. Господь, дай нам силы, необходимые для продолжения борьбы за лучший мир, даже когда мы сталкиваемся с, казалось бы, непреодолимыми препятствиями. Пусть наша вера в Тебя укрепит нас и вдохновит трудиться на общее благо, не теряя мужества перед лицом трудностей. Вы увидите ответы на частные молитвы. Я вижу вашу борьбу и слышу ваши молитвы. Пусть части встанут на свои места и соберутся вместе в нужный момент. Уверенность в происходящем, я готовлю вас к следующей главе вашей жизни. Если Бог дает вам несколько лет, помните, что они не ваши. Ваше время должно чтить Бога, ваши действия должны чтить Бога, и все, что вы делаете, должно чтить Бога. Независимо от вашего возраста, вы не живы, если у Бога нет цели для вас. У Бога еще есть что сделать для вас. Бог говорит, что вам не нужно беспокоиться о следующем этапе жизни. Все, что вам нужно сделать, это довериться мне и усердно работать. Я поставлю на твой путь нужных людей. Я присматривал за тобой и всегда буду присматривать за тобой. Ни о чем не беспокойтесь, вместо этого молитесь обо всем. Скажите Богу, что вам нужно, и поблагодарите Его за все, что Он сделал. Тогда вы испытаете мир Божий, побеждающий немощи, и мир будет охранять ваше сердце и разум, когда вы будете пребывать во Христе Иисусе. Бог говорит вам сегодня: «Я знаю, что ты устал». Кажется, что твои битвы никогда не заканчиваются. Как только ты преодолеваешь одно, приходит другая буря. Даже когда ты проигрываешь, ты чувствуешь, что не можешь победить. Ежедневный вызов, вы часто спрашиваете себя: где Бог? Почему так происходит? Но я не бросил тебя, я работаю для тебя 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Даже когда кажется, что дела идут хуже, не сдавайся, твой успех приближается. Бог говорит вам сегодня: «Я знаю, что ты сейчас переживаешь трудное время в своей жизни, и ты сталкиваешься со многими ситуациями и большой эмоциональной болью. Кажется, что прежде чем ты справишься с одним, другое что-то случается. Я не всегда тебя штурмую, иногда я все еще врываюсь в тебя. Не падать в обморок, я укрепляю вас в тех областях, которые вы сейчас не видите. Мы с тобой пройдем через это вместе, как всегда. Все будет хорошо.
просто напоминание, и если ваш разум сегодня обеспокоен, Бог слышит ваши молитвы, вам будет хорошо. Бог создал для вас путь, ангелы посланы, чтобы утешить вас. У Бога есть великий план для вашей жизни, через Христа вы можете все. Благословения приходят, ты важен, ты милый. Бог говорит вам: я знаю, что сейчас у тебя на уме много вещей, твоя семья, твое здоровье, здоровье твоих близких, твои финансы, твоя карьера. Такое ощущение, что тяжесть мира лежит на тебе. Плечи точка. Но, дочь моя, ты никогда не будешь одна, положите все свои заботы в молитву. Я пришлю помощь, исцеление и ресурсы, я буду предоставлять, я уступлю тебе дорогу. Все ресурсы небес позади вас, не волнуйся, я за тобой. Изменения грядут, я открою дверь, которую никто не сможет закрыть. Это время, когда я веду вас к вашей судьбе. Я понимаю, через что ты проходишь, и обещаю быть с тобой во всех жизненных испытаниях. Помните, что ваша судьба не определяется экономикой, тем, как вы выросли или вашим образованием. Твоя судьба определена мной, твоим небесным Отцом. Бог услышал ваши молитвы вчера вечером. Он чувствовал тревогу, боль, растерянность и боль. Он видел слезы, которые вы пролили из-за своих родителей, детей, друзей и своей ситуации. На каждую слезу, на каждую бессонную ночь у Него есть для тебя благословение, вы выходите. Он послал множество ангелов, чтобы расчистить вам путь, боль, которую вы чувствуете, заканчивается. Благословение, исцеление, чудеса, решения и божественная благодать грядут на вашем пути. Будьте благодарны за возможности, благословение, исцеление и прогресс, которые вы пережили. Вдохновляйтесь своим ростом и постоянно сосредотачивайтесь на том, чем вы хотите заниматься. Будьте благодарны за изменение образа мышления, которое помогло вам двигаться вперед к той жизни, которую вы хотите. Готовя больше, молитесь, чтобы улицы и дальше очищались, двери распахивались и ваши чудеса открывались в изобилии. Верьте, что вы будете процветать. Бог поставит вас в такое положение, когда вам не придется просить милостыню, занимать деньги или бороться. Аминь. У меня есть сила принести вам обильную пользу независимо от вашего финансового положения, физического здоровья, отношений или семьи. Урожай получен в результате ваших молитв, хвалы, веры и слез. Спуститесь в присутствие Бога, наслаждайтесь Его благодатью, отдыхайте, доверяйте Его выбору времени, ждите Его ответа, созерцайте Его чудеса и доверяйте Его безопасности. Если вы приблизитесь к Нему, вы приблизитесь к Богу, не бойтесь. Бог решает ваши проблемы и открывает для вас двери возможностей. Каждая твердыня и препятствие, которые мешали вам реализовать свой потенциал, были разрушены Богом. На горизонте вас может ожидать успех, исполнение мечты и другие чудесные события. С моей поддержкой вы достигнете беспрецедентного уровня славы, влияния и финансового успеха. Я вложил в вас величие, и мир станет свидетелем этого. Вам никогда не казалось, что каждый день уже написан от начала до конца? Я записал каждую деталь твоей жизни, Господь. Все невзгоды и невзгоды, с которыми ты столкнулся, для меня реальны. Однако вы должны знать, что ваша история закончится победой.
Вы испытаете мое вечное исцеление и исполните свое предназначенное Богом предназначение, приближаясь к окончательному банкротству. Подготовка важна, потому что следующий шаг уже не за горами. Желание, карьера, брак, финансы и физическая форма – это области, в которые Бог принес новую жизнь. По милости Божией вы вступили в новую эпоху процветания и благословений, и в этот вечер вы будете обильно благословлены. Бог хочет, чтобы вы знали эти 5 вещей. Во-первых, верьте, что Бог реален и что Он поможет вам пережить это трудное время. Найдите утешение в Его любящих объятиях, и Он восстановит то, что сломано. Во-вторых, все пойдет так, как Он запланировал. Бог никогда не сможет вас разочаровать, потому что Он знает, насколько велики ваши мечты. В-третьих, даже если вы захотите сдаться, Бог даст вам силы продолжать. Это подарит вам радость, когда вы почувствуете разочарование, и укажет вам путь, когда вы думаете, что его нет. Ведь в-четвертых, перемены неизбежны. В конечном итоге вы будете лучше, чем когда-либо, подготовлены к преодолению невзгод. Пятое. Осознайте, что Бог больше не ваша забота. Сосредоточьтесь на Иисусе Христе, Господе, вашем Боге, а не на буре вокруг вас. Держите подбородок поднятым, ваше время придет, даже если дьявол будет радоваться вашим неудачам и отчаянию. Все происходит по замыслу Божию для вашего блага. Радуйтесь Его милости и хвалите Его, когда вы воскреснете. У вас действительно выдающийся месяц, Бог дарует вам материальное и финансовое процветание, и я верю, что до конца этого месяца можно улучшить и восстановить свое тело, разум, сердце, семью и отношения. Бог совершит великие дела в вашей жизни. По милости Божией вы освободитесь от болезней, боли и печали. Вы будете благословлены смелостью, и Он укрепит ваши амбиции. Он поставит вас в положение, которого вы не сможете достичь самостоятельно, и предложит вам то, чего вы не заслуживаете. Будьте готовы к этому, храните свою религию, изучайте Его Слово, соблюдайте Его законы и будьте верными, говорит Господь. В ближайшее время будет исцеление, удача, изобилие и победа. Держитесь за свои мечты, есть верхняя дверь, которую Бог должен открыть, когда дверь закрыта. Ваше эмоциональное, психическое и финансовое положение кардинально изменится всего за 3 месяца. Продолжайте делать то, что делаете, молитесь, читайте Его Слово и бегите. Бог благословит вас за вашу прошлую веру. Начните эту неделю и будьте смелыми, знай, что Бог с тобой. Вы в безопасности, защищены и охраняемы им. Моя молитва – успехи во всех сферах вашей жизни, здоровье, брак, карьера, друзья и семья. Проигранный сезон остался позади, Бог найдет все, что потеряно. Вся боль, борьба, жертвы и страдания, через которые вы прошли в этом году, принесут огромный урожай в следующем году. Важность вашего движения вперед превращает глубину боя в нечто существенное. Начался новый сезон, и у вас уже есть партнер, который вам поможет. Все, что кажется невозможным, Бог осуществит, чудо приближается к вам. Никто не может закрыть дверь, которую Он открыл. Он идет впереди. Удачи, благодати и благословения вам и вашим близким. Гнев, печаль, зависимость и ваши противники рухнут у вас под ногами. Бог устранит то, что мешает вам.
На этой неделе Бог покажет вам свою постоянную поддержку. Ваше здоровье, ваша карьера, ваши отношения и ваш банковский счет улучшатся. На этой неделе Бог совершит великие дела в вашей жизни. Пожалуйста, дорогой Боже, помолись со мной об этом обеспечении. По слову Твоему, Ты восполнишь все нужды наши по славному богатству Твоему через Христа Иисуса. Замечу, что Ты сказал: если ваше выражение так говорит, вы так и сделаете, потому что ваше выражение не имеет значения «но». И если вы досмотрите это видео до конца, плохие времена, которые у вас были с деньгами, эмоциями и здоровьем, закончатся и начнутся хорошие времена. Бог даст вам финансовое благополучие. Хотя выплаты могут быть огромными, если вы их используете, принимайте их с благодарностью и требуйте их религиозными средствами. Бог говорит, что сегодня ваша боль, эмоциональные страдания и беспокойные ночи подходят к концу. Бог изольет благо своей любви, желанный вид и процветание из небесных окон. Даже когда кажется, что мир вокруг вас рушится, Бог будет творить чудеса, чтобы изменить вашу жизнь. При этом мы надеемся, что 2020 год принесет вам благословение, любовь и процветание, превосходящие ваше воображение. Я могу исцелить и восстановить тебя, как и раньше. Приготовьтесь к чуду на этой неделе, которое кардинально изменит и улучшит вашу жизнь. Никогда не забывайте, что я больше любой проблемы, болезни или противника, и что я могу найти выход, когда кажется, что его нет. В каждой слезе, в каждом кошмаре, в каждом предательстве и в каждой жертве есть благословение от Бога, которое изменит вашу жизнь. Я закончу для тебя все, что начал, превратив все препятствия в чудеса и наполнив твое сердце новой музыкой. В то время я покажу вам свою милость и доброту и отвечу на ваши молитвы. Дорогой Господь, в начале нового месяца я объявляю, что со мной происходит нечто особенное. Давайте помолимся вместе. Однако Твое Слово дает жизнь, и Твоя благодать сияет. Потому что я знаю, что с Тобой я смогу сделать все, что просит от меня Иисус. Я объявляю о великой победе и о великом улучшении на моем жизненном пути. Как и прежде, я восстановлю и исцелю тебя на всех уровнях. В вашей жизни произойдут большие перемены. Никогда не забывайте, что я Бог невозможного, и для меня нет ничего невозможного. Какой бы отчаянной ни казалась ситуация, все, кто смиренно принимают Иисуса как Господа и верят в своем сердце, что я воскрешу их из мертвых, могут быть спасены. Я даром предлагаю спасение тем, кто доверяет Христу и исповедуется устами. В течение года в вашу жизнь могут прийти хорошие вещи. Для исполнения ваших желаний и помощи другим я предлагаю вам дополнительные средства. Даже если ты этого не видишь, я работаю над твоим жизненным путем. Я превращу ужас в реальность, а в отчаяние и обильно благословлю вас. Спешу благословить вас и залечить ваши раны, чтобы вам ни о чем беспокоиться. Я, Бог, который любит вас, посылаю вам знаки исправления, благословения и чудеса, чтобы помочь вам во всех сферах вашей жизни. Желаю вам успехов и счастья. Бесстрашный, я буду сражаться от вашего имени и улучшать ваше положение. Господь обещает, что вы и ваши близкие получите огромную пользу. Готовы ли вы принять это? Ты мой любимый сын, и я стараюсь привнести в твою жизнь неожиданное хорошее.
Однажды он сказал: «Человеком некоторые вещи невозможны, но Богу все возможно». Это очень мудрое слово, которое стоит принять близко к сердцу. Вы были перенесены из места недостатка в место изобилия, и я, Господь, здесь, чтобы изменить вашу жизнь, заменив ваши страдания радостью. Ничто из того, с чем ты сейчас сталкиваешься, не сильнее меня, так что ни о чем беспокоиться. Я могу сражаться за вас, потому что я сильный и способный. Приходите ко мне только тогда, когда вам грустно, потеряно и безнадежно. Держитесь за свои печали, заботы и проблемы, пока я не принесу вам достаточно здоровья, счастья и мира. Вы можете ожидать, что на ваш банковский счет поступит больше денег, чем вы можете себе представить, что позволит вам полностью и вовремя оплатить все свои счета. Пока вы отдыхаете сегодня вечером, позвольте мне ответить на ваши молитвы о чуде. Или вы, мои дорогие дети, можете получить много благ. Мои любящие глаза всегда прикованы к тебе, и моя божественная благодать защищает тебя от вреда. Будьте готовы пойти на серьезные компромиссы во всех аспектах своей жизни. Ваши отношения, ваше здоровье, ваши финансы и уровень вашей активности улучшатся, превзойдя ваши самые смелые мечты. Пожалуйста, знайте, что я послал ангелов-хранителей, чтобы защитить вас и оплатить все ваши счета и долги. Они смогут защитить вашу семью и друзей от опасности. Сохранять спокойствие, есть другие, которые заботятся о тебе. Найдите утешение, зная, что мои ангелы-хранители поддерживают вас. Давайте вместе помолимся, чтобы Бог снова осыпал вас обильными благословениями, когда мы начинаем этот сезон изобилия. Мы смиренно ищем Твоей защиты и руководства, Небесный Отец. Мы просим Вас присматривать за нами и защищать нас, выражая свою волю в отношении нашей жизни. Ты обильно благословишь нас, если мы согласимся и поверим Твоим обещаниям. Все это задается в контексте призвания Иисуса Христа. Вам, как драгоценному ребенку, предстоит очень важная неделя. В результате вы можете рассчитывать на ряд благословений, празднуя одну победу за другой. По словам Бога, если вы поклоняетесь и благодарите Господа, вашего Бога, Он благословит вашу пищу и воду. Более того, Он прогонит болезни от вашего присутствия. Помните, если вы благодарны за эти благословения, вы получите еще больше. Я должен благословить вас, пока они не допьют вашу чашку. Моя любовь к тебе никогда не закончится, она никогда не угаснет и никогда не угаснет. Ты идеален во всех отношениях, и я люблю тебя за это. Никогда не забывайте, что я Бог и автор вашей веры. Если понадобится, я буду сражаться с тобой до смерти. Я готов протянуть вам руку помощи и помочь, когда вам это нужно. У меня нет возможности уйти или оставить тебя. Наши отношения вечны, как вода на суше. Я могу наполнить тебя любовью и харизмой. С вами начнут происходить хорошие вещи. Более того, ваше здоровье улучшится, потому что я могу сделать вас сильнее и здоровее. Иисус, мой Сын, победил смерть и могилу посредством стойкой любви, жертвы и воскресения. Он победил злого. После этой невероятной победы ни одно оружие, созданное против вас, не сможет добиться успеха. Верьте тому, что сказал Иисус, и не бойтесь, потому что сила лукавого против вас слаба.
Я знаю, что многие из вас сталкиваются с трудными ситуациями, такими как зависимость, депрессия и горе. Будь то болезни, враги или что-то еще, вас могут ожидать трудные ситуации в вашей жизни. Я больше, чем эти вещи. Ничто не может стоять на моем пути, и я проложу путь для вас. Так что сохраняйте веру и надежду, потому что я помогу вам пройти через это. Забудьте о стрессе, тревоге, давлении и боли. Вместо этого примите мою любовь, исцеление, мир и пользу для вас. Я делаю это заявление в надежде, что вы получите точную информацию о том, чего ожидать. Ваш образ жизни вот-вот чудесным образом улучшится, и вам следует быть готовым к неожиданностям. Вы можете быть уверены, что необходимые вам средства и восстановление уже в пути, и я могу проложить путь, даже если кажется, что первая прямая дверь для вас не открывается. И я предоставлю тебе благодать и средства для реализации твоих амбиций. У вас есть возможность испытать спасение, изобилие, исцеление и правильные отношения посредством религиозной практики, настойчивости и молитвы. Бог даст вам вдвое больше благословений и возможностей, чем когда-либо прежде. Используйте код «Аминь» для проверки. Иисус уверяет нас, что какими бы плохими ни были дела, от Бога есть великое благословение, которое может улучшить нашу жизнь. Не сдавайтесь, независимо от трудностей, с которыми вы можете столкнуться. У Бога всегда есть план для тебя на будущее. После увольнения вам дадут более подходящую работу, вы оправитесь от травмы. Когда вы исцелитесь, вы сможете стать сильнее, чем когда-либо. Бог изменит качество вашей жизни, несмотря на боль и трудности, которые вы переживаете. В Твоем бесконечном милосердии и сострадании услышь нашу молитву. Боже, даруй нам возможность быть представителями Твоей справедливости в этом мире, чтобы Твоя воля была исполнена и Твоя слава явилась во всем мире. Во имя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Спасибо, что присоединились к нам в это время молитвы и размышлений. Если вас тронули наши слова, подпишитесь на наш канал, чтобы получить больше вдохновения и духовного руководства. Не забудьте оставить лайк ниже, и если это видео тронуло ваше сердце, поделитесь им со своими близкими, чтобы распространить свет и мир, которые мы находим здесь вместе. И не уходи пока, продолжите свое духовное путешествие, посмотрев еще одно рекомендуемое видео. Пусть мудрость и мир войдут в вашу жизнь. Вместе мы сможем создать более любящий мир. Спасибо за то, что вы являетесь частью этого сообщества веры и надежды. До следующего раза.